Ассаляму алейкум, друзья, подпишитесь на канал и обязательно поставьте лайк. Жду от вас комментариев. Представляю вам соперников. И первым бойца в синем углу. Ему 24 года. Рост 177 сантиметров, вес 66,7 килограмма. Профессиональный рекорд 8 побед, 2 поражения, 6 побед одержаны досрочно. Он представляет клуб «Ихлас» из-под Кена, Кыргызстан. Вот он, Атилет Нурматов. А вот и его соперник в красном углу октагона. Ему 24 года, рост 170 сантиметров, вес 65,6 килограмма. Профессиональный рекорд 7 побед, ни одного поражения, 2 победы одержаны досрочно. Он представляет «Стрела Тим» из Ланкарани, Азербайджан, не знающий поражений, Амин Талаш Касимов. Бойцы на середину. Парни, внимательно слушаем моей команды и активно защищаемся на протяжении всего поединка. Руки пожали. По углам. Итак, Амин Гасимов. Боец в синем углу Отделение превысил команды. лимит весовой категории и не может в связи с этим претендовать на пояс. В случае победы. Сейчас некоторые мгновения до начала поединка. И вот первый раунд начинается. Отдает центр. Амин. Цена ошибки здесь очень невелика. Нурматов поддавливает. Вот Нурматов немножко высоковато держит подбородок. Это не очень хорошо. Гасимов может этим воспользоваться. Напомним, что 5 раундов ожидает нас в этом поединке. Или не ожидает. Но 25 минут есть, простите, у этих парней, чтобы выявить сильнейшего. Вот Нурматов забирает центр. Вот первый проход, удар коленом. Опасно было, очень опасно. Пропускает Гасимов серию. Ну, конечно, видно, что немножко Нурматов превосходит его физической мощи. Нужно освобождать. Освобождать нужно шею, ноги и пытаться вставать после. Значит, пытается начать душить Нурматов, и все-таки сложно ему заправить удушающий, но нет, не получается. Вот Нурматов занял сильную такую позицию, конечно. Держится прямо на Гасимове, как на дереве. И Амину будет очень сложно. Вот Гасимов, перешли они вниз. Не дает Гасимов заправить удушающий, пытается постоянно бороться, работает с руками, грамотно защищается. Вот ему подсказывают лечь на бок.
Но это не так просто сделать. Его постоянно атакует Нурматов. Но тут удушающего не будет. Будет, наверное, пробовать, да, забрать, поменять захват, сделать его более плотнее. Амин пытается не дать ему это сделать, а работать еще 1,5 минуты. Времени более чем достаточно, как для одного, так и для другого оппонента, чтобы сделать свое техническое действие. Он пытается развернуться, и, конечно, не так просто это сделать, но Гасимов будет стараться, но все-таки отдает он, к сожалению, захват и снова работает с рукой. Тяжело, конечно. Гасимов, еще и соперник тяжелее, опытный, физически сильнее. Но все-таки старается подняться, поднимается. Молодец, Амин. Поднимается в стойку. Пытается работать коленом. Вот уже 10 секунд. Молодец, перетерпел. Есть попадание. Но все-таки... И ваша оценка! Раунд. Адзилет заряжен на бой. Не номер приехал отбывать. Попадает Амин, но все-таки перевести крайне сложно такого тяжелого оппонента, который превосходит в весе наверняка. И визуально видно, что он крупнее, нежели Амин, Адзилет Нурматов. Он попытался достать лоу-киком. Адзилет Амин ответил. Попытался локтем сработать, Амин, не получилось, но при этом пропустил апперкот. Нужно попробовать заново атаку. Наткнулся на удар Амин. Руки все-таки, конечно, длиннее у Адзилета Нурматова, и Амину нужно стараться проходить. Ближе к своему оппоненту. Искры летят такие, что брызги крови долетают до комментаторского места. И вот сейчас контролирует Нурматов у сетки Гасимова. Нужно вставать. Вот, пытается отдать спину, но, прошу прощения, не отдать спину Амин. И у него это получается. Пару ударов в голову пропускает. Использует стомпы Адзилет Нурматов и пробивает коленом. Гасимову, конечно, нужно разрывать этот захват. Держит он его плотно, еще 2 минуты работать. Хорошо. Попытался хорошую задумку исполнить, но не получилось. Опять.
пропускает удар в корпус. Нурматов прижимает Гасимова. Гасимову, конечно, нужно разрывать дистанцию и работать в стойке. Все-таки физической мощи Гасимов немного уступает Нурматову. Нужно встать, обязательно встать. Гасимов молодец. Поднялся в стойку и продолжается бой уже в стойке. Но опять клинч. Нурматов старается. Он не может, конечно, претендовать на пояс с учетом перевеса, но все-таки победу отдавать он тоже не намерен. Гасимову, конечно, нужно стараться изыскать способы для улучшения позиций. Упускает контроль, конечно, Гасимов. Нурматов контролирует Амина больше в этом раунде, конечно. Напряжение, конечно, большое. На кону стоит титул. И сейчас нас с вами будет ждать третий раунд. Третий раунд. Пожелаем бойцам удачи и продолжаем смотреть поединок. Хороший размен устроили ребята в начале третьего раунда и переводит Нурматов. Амина Гасимова забирает спину. Видно, устал Гасимов. Все-таки чувствуется, что Нурматов физически превосходит его, конечно. Не устает и напоминать, но, к сожалению, так и есть. Видно, что Нурматов мощнее физически, более подготовлен. Но, к сожалению, не смог уложиться в весовую категорию. Делает свою работу Нурматов, но не намерен Амин Гасимов с этим мириться. И будет он стараться противопоставить его работе свою работу. Пропускает Гасимов и пропускает еще раз. Опять контролирует у сетки Нурматов. Гасимову, конечно, нужно разрывать захват, потому что за счет физической мощи превосходит Гасимова. Энергозатратная такая работа у сетки, как для одного, так и для другого, но тот, кто атакует, ему, конечно, более выгоднее тратить так силы. Но
Вот Амин Гасимов все равно старается достать его на удар. Вот коленом пропускает в блок. Уже ребята рубится. Пропускает Гасимов, пропускает опять. И сейчас, наверное, будет более активно защищаться от прохода, от перевода. В этом положении можно бить только коленом в корпус, в голову работать можно только рукой. На руку, конечно, Нурматову такое положение, такое развитие боя, потому что он мощнее. Забирает он потихонечку этот раунд решением, а Гасимов, он, конечно, должен разрывать дистанцию и работать стойко. Продолжается бой уже внизу. Гасимов дает спину, конечно. И сейчас, наверное, да, удары будут коленями. Нужно вставать в стойку и пробовать что-то сделать. Она все-таки будет ожидать еще один раунд, да. И четвертый раунд. Четвертый раунд нас с вами ожидает. Пропускает его кик. Гасимов сильно бьет Нурматов ногами. Видно, что он, может быть, не в своей весовой категории бьется Нурматов. Амин, давай! Работать советует Гасимову. Устал, конечно, устал Гасимов немножко. Видно, что выжидает свой шанс. Попадает уже одиночным, но заваливаться так крайне не нужно. Конечно, выжидает Гасимов в этом положении, но может и тейкдаун пропустить, если ничего предпринимать не будет против своего оппонента в данной ситуации. Вот, была попытка перевода, но неудачная. Вот еще одна. Гасимову, конечно, нужно менять положение, но его вот опять забирает он уже спину, наверное, все-таки отдает, потому что устал Гасимов. Нурматов этим пользуется. Круг не хватаем. Стоп. Работаем. Гасимову, конечно, нужно стараться освободить захват, иначе все может закончиться. Даешься! К сожалению, сдается Гасимов. Побеждает Адзилет Нурматов. Поздравляем его с этим боем, с этой победой. Для чествования бойцов добро пожаловать президент Лиги Open FC Александр Гурьянов. Боец Лиги Беллатор, старший тренер профессиональной команды «Стрела» Барнаул Шараф Давлатмуродов и генеральный директор спортивного комплекса «Темп» Павел Николаев. Амин Гасимов, конечно, наверняка расстроен.
Дамы и господа, время остановки Желаем боя. ребятам удачи. Минута и 57 секунд четвертого раунда. комментарий, Удушающим что приемом продолжать победу одержал трудиться. Атиле Дорамбатов, Кыргызстан. Наверняка И аплодисменты его сопернику Амину Гасимову.